Салем Дастар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео. Эрдоган жестко осадил Путина за Казахстан. Токаев сделал неожиданное заявление. Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажут, покажут. Друзья, перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходят все по вашим заказам. Смотрим. Всем привет! Эрдоган, мы будем рядом с нашими казахстанскими братьями. Перед началом видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарии для продвижения видео. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган выступил с заявлением после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Анкаре. Эрдоган назвал Токаева братом и сообщил, что считает Казахстан исторической родиной турков, а Турцию – вторым домом для казахстанцев. В этом году Казахстан и Турция отмечают 30-летие дипломатических отношений. Благодаря только что подписанной общей декларации мы подняли наше партнерство на новый уровень стратегического партнерства. Турция и Казахстан – две братские страны. Мы, Турция, уделяем большое внимание стабильности и спокойствию в Казахстане, заявил Эрдоган. Турецкий лидер выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в январе этого года в Казахстане и пожелал скорейшего выздоровления раненым. По его словам, сложности только укрепили Казахстан. Энтузиазм и упорство уважаемого Токаева в становлении нового Казахстана вызывают похвалу. Выражаю поддержку масштабным реформам и программам, проводимым в этих рамках. Еще раз подчеркиваю, что мы готовы нести ответственность за стабильность, спокойствие и безопасность наших казахстанских братьев. Думаю, что как в политической, так и в торговой, военно-экономической и культурной сферах мы продолжим наше сотрудничество и вместе сделаем шаг в будущее, сказал Эрдоган. Президент Турции пояснил, что взаимный товарооборот двух стран превысил $5 миллиардов, и новая цель – достичь товарооборота в $10 миллиардов. Я надеюсь, что встреча, которую мы проведем завтра с турецкими бизнесменами, будет полезна в этом отношении. Мы продолжаем стимулировать турецкие компании инвестировать в Казахстан. Мы обменялись мнениями и договорились на наших встречах о взаимных инвестициях в транспорт, оборонную промышленность, энергетику, образование и культуру, заверил глава государства. В узком составе президенты обсудили ситуацию в Украине. Наши взгляды на мирное разрешение кризиса на основе суверенитета и территориальной целостности Украины совпадают. Вы тоже знаете, что для окончания войны в Украине мы плотно работаем с самого начала. Конечно, эта война еще раз подчеркнула важность сотрудничества и сплоченности тюркских государств на двустороннем уровне и под шинараком тюркских государств. Мы договорились с нашим уважаемым братом Токаевым продолжить сотрудничество в ООН, Организации исламского сотрудничества и Организации экономического сотрудничества с тюркскими государствами, отметил Эрдоган. Президент Токаев поблагодарил Эрдогана за приглашение посетить Турцию и за гостеприимство. Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по самым важным вопросам. Президент Реджеп Таип Эрдоган – мудрый и уважаемый политик, поэтому его мнение имеет очень большое значение. Казахи всегда будут помнить о том, что Турция первой признала нашу независимость. Наш народ этого никогда не забудет. Казахстан и Турция – братские, дружественные страны, имеющие общие исторические корни, сказал президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в этом году исполнилось 70 лет со времени, когда казахи-переселенцы нашли кров на турецкой земле. Большое содействие им оказал Аднан Мендерес, который был в то время премьер-министром Турции. Глава государства отметил, что недавно одна из улиц в Алматы была названа в честь этого видного политика. Ожидается, что в октябре этого года Эрдоган посетит Казахстан и примет участие в заседании 4-го Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией. Друзья, честно, вот хотелось бы, чтобы все так жили, государства, которые умеют друг друга поддерживать, умеют поддержать, но вы еще, да, я тоже много чего понимаю, что вот тюркские государства,
которые есть, им надо объединяться, потому что и выходить с этих составов ВДКБ, объединяться, и процветание было бы нереальное, просто нереальное, друзья. И то, что тюркские народы друг друга умеют поддерживать, это доказано не то, что на словах, это видно постоянно потому, как действуют тюркские народы. И мне, конечно же, хотелось бы, чтобы мы тоже так с соседними государствами жили в добре, в мире и в понимании, и не влазили в какие-то отношения того, что мы там хотим куда-то двигаться в европейскую сторону или не хотим двигаться, и нам никто этого не запрещал, не запрещал демократию делать страны, которая уже давным-давно поглощена в коррупции, и которую надо вытаскивать с этой коррупции. И только вытащить с коррупции мы видим, что надо идти в Европу, потому что никак не изменишь. Друзья, Туран, надо объединяться и поддерживать друг друга. И не забывать, друзья, что у нас еще война продолжается, потому что много людей сейчас отворачиваются от Украины и призывают других отвернуться и отлаживают нас на полочку и закрывает эту тумбочку, как в предыдущем ролике сказал автор видео тоже. Так что, друзья, не забываем. Спасибо вам за огромное за поддержку. Братские народы должны дружить и помогать тоже другим народам и становиться все ближе и адекватнее. Большой рахмет, друзья, всем, кто... Обязательно, друзья, напишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу, друзья. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходит все по вашим заказам. Алга Казахстан, слава Украине, берегите себя. До встречи.